Сегодня многие кыргызстанцы уезжают в Корею. Некоторые из них едут работать, другим суждено было пожениться. В любом случае они считают себя кыргызстанцем, и ситуация в Кыргызстане их не оставляет равнодушными. Коронавирус, потрясший весь мир, в 2020 году проник и в Кыргызстан. Сложившаяся ситуация в стране не оставили равнодушными наших соотечественников, уехавших далеко от дома. Они поспешили помочь своим соотечественникам. В сегодняшнем выпуске нашего аудиоподкаста мы поговорим с Анной Шулиповой, проживающей в Корее. Здравствуйте, как вы? Как ваше здоровье? Здравствуйте. Нормально, спасибо, здоровый, все хорошо. Как у вас? Ну, нормально. А ситуация как в Корее? Нормально. У нас ежедневно раньше было по 500 человек зараженных, сейчас от 300 до 400 человек зараженных коронавирусом. И государство установило точки, где можно сделать бесплатные тесты для всех, даже если без симптомов. Каждый может проходить бесплатные тесты у себя в районе от государства. И если еще сказать, вот сейчас все сидят в масках и строго, например, вот табличка в кафе рядом, что здесь нельзя никому сидеть. И все сидят в кафе через одного. Нельзя близко сидеть друг к другу. И собрания больше 5 человек запрещены. Если больше 5 человек будут собираться, то штраф около $100. Поэтому политика очень строгая, чтобы строго Вы соблюдаете везде должны быть дистанцию, маски. да? Да, 2 метра везде, в очереди даже, когда стоят толпами друг от друга на 2 метра. Ну ладно. Строгие правила в Корее. Да. А вы уже сколько лет вы там уже живете, в Корее? Хорошо, давайте я вам расскажу. В 2007 году я приехала в Корею по обмену студентов. Меня хорошо слышно? Извиняюсь, что я в маске, потому что меня оштрафуют, если я сниму. Вот. В 2004 я поступила в наш Бишкекский гуманитарный университет на специальность востоковедение, корейский язык. И в 2007 году я приехала сюда по обмену студентов. То есть это уже почти 12 лет, почти 13 лет назад. И когда я закончила университет, мой муж меня встретил. Он изучал русский язык. И, в общем, когда я закончила учебу, я уехала, и он приехал за мной в Бишкек. Поэтому мы поженились. И я вот с конца 2009-го здесь теперь живу с мужем, с семьей. Очень хорошо. Да, хорошо. У меня 3 сына. Уже есть, да, сын? Да, у меня есть 3 сына. Ого. Но они граждане Кореи, к сожалению. Ну, я в Кыргызстане, про Кыргызстан им рассказываю. У меня дом в Кыргызстане, в Бишкеке есть. Хорошо. Давайте рассказывайте, пожалуйста, нам про ситуацию в Корее во время массовой вспышки коронавируса. Как там было? Ну, если честно, Корея тоже была абсолютно не готова к массовому распространению вируса. И очень не хватало медперсонала, очень не хватало больниц. Многие люди тоже не знали, куда вообще идти, когда они заболеют. Но корейское государство отреагировало быстро, и больницы, лечебные центры построили, всех лечили бесплатно, качественно, то есть смертей было немного, люди не так уж много умирали, потому что их лечили качественно, были оборудование необходимые, лекарства, медперсонал по городам, все разъезжались, помогали. В общем, тоже Корея была абсолютно не готова, но много волонтеров, много медкадров было задействовано, и быстро потом наладили и начали лечить зараженных коронавирусом. Хорошо. Какая ситуация была у мигрантов? Не только кыргызстанцы, и другие мигранты. У мигрантов? Ну, так как мы проживаем вообще в этой стране, то же самое. Ну,
какие-то вещи, например, корейцы, они строго соблюдают правила, которые им даются. И иностранцы, они привыкли более к свободе. Поначалу не носили маски, поначалу много информации не знали насчет, в какие центры обращаться. Но корейское государство также на все языки перевели указания, как себя вести, куда обращаться. Также выдавали финансовую помощь от государства, чтобы себе там продукты купить, необходимые вещи. Да? Для иммигрантов, да, которые здесь постоянно живут. Здесь еще были туристы, туристам не давали, но кто постоянно здесь иностранцы жили, наравне с корейцами выдавали помощь финансовую. Спасибо вам. Следили вы за ситуацией в Кыргызстане? И да, конечно. Вы оказали помощь, можете поделиться, в чем она была и как закончилась? Да, наблюдали через соцсети, смотрели, постили те, кто сам помогал, собирали гуманитарную помощь внутри Кыргызстана, затем, кто родственников своих показывал, что не было медицинских учреждений, уже люди умирали прямо возле дверей больниц. Вот эту ситуацию видели. И многие, кто здесь живет, начали от себя, в основном гуманитарные организации помогали, начали нашим соотечественникам помогать. И я сказала мужу, что давай поможем от себя. Хотя я не отношусь к гуманитарной организации, не работаю там в сообществах, но говорю, давай соберем, от себя поможем. И попросила среди своих знакомых, кто может присоединиться, помочь. В общем, насобирали маски, дезинфицирующие средства, перчатки, моющие средства. Там несколько коробок собрали и отправили через транспортную компанию, которая нам совершенно бесплатно, даже за отправку не заплатили, отправили бесплатно гуманитарную помощь, которую мы смогли собрать от себя лично, и отправили в штаб добра. И кому вы отправляли, как отправляли? Вообще ходило очень много слухов, что гуманитарная помощь даже на государственном уровне как-то неправильно распределялась, кто-то своим знакомым забирал, что не доходило до адресатов. Поэтому я следила за социальным деятелем Асоль Молдахматовой и очень сильно ей доверяю, вижу ее вклад в общество, ее труды для Кыргызстана. Поэтому отправили через штаб добра Асоль Молдахматовой, чтобы она распределила всю гуманитарную помощь необходимую. И вам дали отчетность? Они помощь кому дали? Да, там была ответственная девочка, с которой мы связались. Асоль Молдахматова, когда получила эту помощь, сама лично написала аудиосообщение, поблагодарила, сказала, что это все распределили в социально уязвимые слои, где дома и дома престарелых. И на тот момент она отправила все фотографии, как люди получили, как до них дошло. Отчет отправила. Спасибо вам тоже. В Корее сейчас какая ситуация, да? Нормально? В Корее постоянно меняет. У нас есть уровень социальной дистанции, то есть сейчас, наверное, от 5 до 2. Если 5, это можно собираться больше 5 человек. 5, 4, 3, 2. 2 – это когда все рестораны, все кафе, все закрыто, людям нельзя выходить. Когда 2,5, можно на вынос еду брать. То есть уровни социальной дистанции. Но вот сейчас стало намного свободнее, чем раньше. Я сижу в кафе, можно сидеть в кафе. Раньше было запрещено, кафе были закрыты, сейчас уже открыли, то есть намного, получается, намного стало безопасней. И еще у нас 26 февраля началась вакцинация против коронавируса. Уже начали прививки делать в Корее.
хотя я живу в Корее, меня спрашивают, я 12 лет уже живу, меня спрашивают, почему ты до сих пор не поменяла гражданство. Я говорю, потому что Кыргызстан – это моя родина, поэтому я не поменяла, я не хочу менять гражданство. Хочу сказать кыргызстанцам, даже если, вот я нахожусь вдали от родины, в ближайшее время обязательно приеду, и несмотря на нашу экономическую, политическую ситуацию, всегда горжусь тем, что я родилась в Кыргызстане, и хочу сказать, чтобы люди не опускали руки, всегда знали, что у Кыргызстана есть будущее, обязательно имели свою мечту, обязательно, чтобы кыргызстанцы оставались такими же, потому что наш народ всегда помогает друг другу, несмотря на все трудности, всегда очень дружелюбный, гостеприимный народ. Поэтому хочу сказать, чтобы вы гордились и чтобы мы еще добьемся многого. Вот сейчас Корея – это очень развитая страна, и что Кыргызстан тоже, это все от нас зависит, чтобы мы обязательно подняли Кыргызстан на высший уровень. Так что держитесь. Вам тоже спасибо. Спасибо большое, что пригласили меня на интервью. Было очень приятно вам рассказать. Прощаемся, ладно. да? Пока. До свидания. Хорошо, до свидания. Всего доброго. Наши соотечественники всегда протягивают руку помощи людям, живущим в нашей стране, где бы они ни находились. Это наши кыргызстанцы.